Быт народлан асласним, щорни, му и культура. Национальный костюм отерлан культурный наследиеш аща мотор. Ся вишташа ваш кача да ыння олан елиш. Компермяккезн традиционный костюмын абу уна башитан торрез. Но ипычка пыртам щедрез не джир керна бычаман пачкам, но и дорьяна да щедрна отерла вын. Кудым кариш этнокультурный центр годдещер на донта да нуэта учлань традиционный костюм и пырта олана виль тенденциез. На территории Пермского края проживает более 120 народов. И все народы, они разные. Разные традиции, разная культура. И, конечно, все это отражается и в одежде. У каждого народа есть свои особенности. И сегодня на празднике мы увидим и видим с вами и татарские костюмы, русские костюмы, коми-пермяцкие костюмы. И насколько они все разные, какие они яркие и какие необычные, скажем так, как они отличаются между собой. И это, конечно, нужно обязательно знать подрастающему поколению для, наверное, того, чтобы они ценили, уважали не только свою культуру, но и культуру других народов, не только Пермского края. А вот это крашение называется кубовое. Вот сейчас, видите, у нас с вами белая ткань, на которой уже нанесены рисунки. Рисунки нанесены специальными штампами, вапой. Вапа – это резервный состав, который закрывает ткань и не дает потом на ней осесть красителю. Вот мы сейчас погружаем белую ткань, и она уже, вот можно приподнять и увидеть, что она начинает желтеть, зеленеть. Все, она уже белая никогда не будет. Достанем мы ее оттуда уже синей. Коми-пермячку характеризует дубас синий набойный, или потом позже, когда уже не было мастерских, после революции мастерские набойные перестали работать через какое-то время, а одеваться надо, и стали покупать красный бордовый сатин, много сатиновых сарафанов. А вот старые коми-пермяцкие дубасы, они именно вот характерны тем, что это домашнего качества холст, который окрашен в синильных мастерских с набойными рисунками. Очень многие подходят, говорят, черникой красили. Действительно, в синий цвет красили черникой, но там получался просто синий цвет без белых рисунков. Вот я сам из Перми, не очень разбираюсь в этой культуре. И тут мне показывают, например, узор. Я сделал свою маску, которую мне будет носить приятно. У меня единственная такая. Какая маска лучше, чем вот эта? Сейчас сделаю лямки и буду носить такую маску. Я узнала очень много, получается. Я никогда не знала вообще о коми-пермяцкой культуре, и для меня было довольно-таки удивительно смотреть, как выглядит костюм, как его разрисовывают, и я ни разу не видела коми-пермяцкий язык, и для меня это было в новинку. В Краснодарском крае, получается, костюмы и народности у нас не особо уделяют много внимания. То есть у нас просто секундно рассказали и все, а у вас именно полностью расписывают, показывают детали. А также еще и учат мастер-классам. Костюмы смян косинской один особенный. Вот даже мне было видеть это, мне нам вот запон, это запон, передник, запон, вот эти велдариш, хоть сашущами даже они уже вуночек, но велдар и улдар, не вурамачатлан, вот. И сарапаны с менам, дубасис, вот улдара сэшам узор.
Семьян особенность. Имян один пестрый. Это костюмы один ваш. Это, наверное, бабылен костюмы. Вот. Все один бережет, а потому что, чтобы тадыся, менам внуки, мям тоже имеешь уже внуки, чтобы меня тоже тадыся кушам пачкам, ноллыся мян баббезным. То есть нылан баббез, прабаббез.
учитель географии, это мероприятие очень интересное, потому что как раз вот это народ десавева там рокезвес. И мы постарались военно у наших челять, чтобы не тоже отживись, не осваны шинны, вот это на костюме са удмурты звись, татары звись мчайся, компермяки звись. Именно вот виль хуктомся, когда вот мчайся челяди са шинны с костюме са когда накирамаш. То есть мне тоже очень мян выглядит чисто.